допустим, машину выявили, то эту машину все равно остановить и на телевидении показать, найти этого хозяина машины. Борьбу с нарушителями ПДД обсудили на встрече главы региона с начальником управления ГИБДД МВД по республике. Приемная главы Республики Ингушетия и правительство Республики Ингушетия преподносит подарок – машину с дистанционным управлением и конструктор. Все, чего так долго ждали. Ценные подарки от главы Ингушетии получили сразу несколько детишек. Живые эмоции в кадре. И действительно, вдоль всей улицы Шоссейная по обеим сторонам внутренней трассы выставлены пакеты с бытовым мусором и строительными материалами. Под наблюдением журналистов НТРК Ингушетия проблемы, которыми делятся простые жители, мы освещаем и мотивируем на действия. Именно сейчас проходящий бой между представителем Дагестана и Чеченской Республики обещает быть очень зрелищным и интересным. Тамерлан Хамхоев побывал на финале чемпионата СКФО по боксу памяти Героя России Сулумбека Асканова. Он нам все расскажет. Глаз алмаз, руки золото. Ювелир Магомед Мурзабеков раскроет секреты своего мастерства. Добрый вечер, это новости 24. Инусбек Евкуров провел встречу с членом Общественной палаты России и руководителем организации «Квартал» Луи Марией Львовой-Беловой, которая прибыла в регион с рабочим визитом. По ее словам, кроме душевного отношения местных жителей в республике, она увидела богатый ресурс общественных организаций, готовых к плодотворному сотрудничеству в плане создания мощной системы по социализации инвалидов. Речь в первую очередь шла о возможности реализации ряда социальных проектов. Глава Ингушетии отметил свое восхищение благотворительным проектом «Дом Вероники», реализацию которого Мария Львова-Белова инициировала на территории Пензенской области. Инусбек Евкуров поручил вице-премьеру Хусену Зурабову, который присутствовал на встрече, изучить опыт специалистов из города Пензы и перенять их практику. Во-первых, благодарю за такой прием. Это мое первое знакомство с Кавказом. Я покорена вообще всей душой, потому что гостеприимство, та открытость, та теплота людей, которые окружают, потрясающая. Вот. И самое главное, что я увидела очень богатый ресурс у вас, именно общественных организаций, с которыми можно работать, и у которых уже есть наработки, их можно, скажем, докрутить, деформировать и сделать действительно очень мощную такую систему общественно-государственную, социальную. Вот у нас уже там родилось вчера несколько идей во время работы, потому что, конечно, у вас есть специфика региона, у вас нет детских домов, у вас нет домов престарелых, и как бы все равно основной акцент в нашем проекте был сделан именно на сирот-инвалидов. Вот. Но, как вы правильно сказали, что людям с инвалидностью необходимо и трудоустройство, им необходима социализация, и в вашем регионе я уверена, что это получится на очень высоком уровне, вот, потому что создание вот новых рабочих мест инновационных, вот мы с Хусеном Магомедовичем обсуждали вчера, что можно было бы создавать мастерские, такие лаборатории первичного профессионального опыта, где люди могли бы получать какие-то новые профессии. Был восхищен вашим проектом. Специально с полпредом заехали посмотреть. Ну, конечно, пользуясь случаем, там и вице-премьера туда, чтобы вот перенять лучшие практики. То, что я у вас увидел, это конечно, адаптация людей такой к самостоятельной жизни, даже проживая в своей среде. Независимость от различных там вещей, но и главное уверенность в том, что он сам может справиться с задачами, с трудностями. То есть он не должен постоянно искать кого-то в помощь. Ну, по ключевым жизненным позициям. То есть те, которые... Человек, который только в такой ситуации оказывается, понимает, что это такое. Когда мы здоровые люди, которые можем все делать, замечаем вот эти вещи, таких людей, и думаем, что у них тоже вроде бы все нормально, так, конечно, неправильно. Знакомство с республикой продолжается. На этот раз гостью из Саудовской Аравии встречали в Центре культурного развития. Для супруги шейха Шарифа Фахад Абдуллах Аль-Авайда провели познавательную экскурсию по центру. Сопровождала почетную гостью в качестве гида министр культуры региона Марит Газдиева. Кружок декоративно-прикладного искусства, рисования, вокальная студия, зал хореографии. В центре созданы все условия для всестороннего развития детей. К приезду гостей воспитанники даже подготовили специальную концертную программу. На
Напомним, гости из Саудовской Аравии, посол и его супруга уже несколько дней гостят в республике в рамках рабочего визита. Проходит и знакомство с культурой и историей региона. Репродукции лучших картин наших художников. Это такой был совет Тейфа в древности. Это был суд, Оренбургский суд. Совещали старейшины и они рассудили, кто прав, кто виноват. Если кто-то провинился или кто-то что-то кому-то задолжал, они обращались к совету Тейфов. Состояние аварийности на дорогах республики, работу, проводимую по снижению дорожно-транспортных происшествий и задачи подготовки к новому учебному году обсудили сегодня Юнусбек Евкуров с начальником управления ГИБДД МВД по республике Валерием Ладыгиным. По его словам, всего за 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий, в которых 40 человек погибли и 194 получили ранения. В сравнении с прошлым годом количество погибших в авариях на дорогах снизилось на 6 человек. Он добавил, что сотрудники госавтоинспекции совместно с МЧС и Росгвардией проводят рейды по федеральной трассе «Кавказ» с применением беспилотных летательных аппаратов. Юнусбек Евкуров рекомендовал ГИБДД активизировать работу по обеспечению безопасности дорожного движения на федеральной трассе, активнее выявлять нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу встречного движения. В конце встречи Юнусбек Евкуров поздравил начальника управления ГИБДД МВД по Ингушетии Валерия Ладыгина с днем рождения. Существует положительная динамика и во взыскаемости, то есть люди понемногу начинают меньше платить, больше платить штрафы. То есть если, допустим, в апреле месяце взыскаемость составляла 21 где-то процент, сейчас все-таки это 26,7, то есть это уже шаг все-таки вперед. Если будет такая динамика, то я думаю, мы все-таки к 50% взыскаемости подойдем к концу года. Давайте, если по порядку, то август месяц, сентябрь, начало учебного года, поэтому надо максимально сейчас провести вот этот так называемый месячник, особенно в последний день августа, это внимание там пешеход, внимание ребенок, внимание школа, внимание это, то есть какие-то вещи, акции провести, чтобы... Ну и обязательно первые дни или первую неделю занятий в школах обязательно с детьми там пошлите. Чтобы присутствие сотрудников. Занятия провести. У нас во многих школах сделаны уголки правил дорожного движения. И на одной из этих, потому что по телевизору делать какую-то программу, тоже обратил бы на это внимание. Я понял. Это одно. И второе, вот те случаи, которые там мы видим, демонстративно выкладывают в ютубах, в соцсетях, просто в наглую, когда начинают бить машины. Когда там больное воображение, что самое крутое это пристроиться в пост невесте, так называемый, да? Значит, надо пресекать. Мы уже определились и со священнослужителями, все это знают, и с общественностью, что максимум 3-5 машин, 3 машины, пусть будет 5 машин. Тогда и на выезде, и в ходе колонны, старший этой колонны, он должен контролировать, смотреть за этим. Нагло себя ведут на дорогах, тех надо, конечно, жесточайшим образом. Я понимаю, что закон у нас не совсем радикальный в этом плане по отношению к этим нарушителям. Но придумать 1000 причин, чтобы их машины ставить на приколы. Я понял. И всевозможно. И по деятельности беспилотников, да, если в рамках закона, там и время, и дата, и номер машины. Мы здесь больше говорим не про закон, а про профилактику. Поэтому, если машину выявили, то эту машину все равно остановить и перегрузить. На телевидении показать, найти этого хозяина машины, найти его отца, мать, кто там есть вокруг, родственников найти. И обязательно этот водитель машины где-то работает, да, бюджетная организация. Там предупредить, начальнику направить письмо. Ну вот как раз для того, чтобы лишний раз предупредить водителей о том, что выезд на встречку чреват дорожно-транспортными происшествиями, сотрудники ГИБДД провели очередную акцию безопасности. К ней подключили волонтеров. Репортаж Руслана Албагачиева. Добрый день. У нас сегодня проходит профилактическая акция. Призываем всех водителей соблюдать правила, не пересекать сплошную линию. Вручить памятку о соблюдении правил дорожного движения и провести с водителями профилактическую беседу. С такой целью дорожные полицейские совместно с курсантами автошколы вышли на оживленную трассу.
Тема, пожалуй, до боли знакомая каждому лихачу – сплошная линия. Именно на этом участке чаще всего происходят аварии со смертельным исходом. Чарсида Урбеков более 30 лет за рулем, вот только порой, признается, просто боится выезжать на федеральную трассу. Езда на скорости и выезд на встречную полосу на каждом шагу. Такие акции водитель поддерживает по своему опыту, понимая, что одними административными мерами ситуацию в лучшую сторону не поменяешь. Жители республики не меньше самих инспекторов обеспокоены ситуацией на дорогах. Ведь редко найдется семья, у кого не погиб или не пострадал в ДТП близкий человек. И чаще всего такие аварии – результат за маневр встречная полоса. Подведенная статистика госавтоинспекции по республике Ингушетия показывает, что каждое третье столкновение на полосе встречного движения приводит к смерти. Вот поэтому юные инспекторы сегодня раздают водителям напоминания: не пересекай черту. Действительно, как показывает статистика, выезд на встречную полосу лидирует среди самых грубых нарушений ПДД. Также при относительно низкой скорости удар от лобового столкновения может оказаться сильным. Большинство участников дорожного движения солидарны с инспекторами ГИБДД и к акции относятся с пониманием. Потому что я не без, я не без. Я к машине сдуклел, там обгонять деревья, авария сюда духаху, сухатич. Я не кто обой, не чербой, авария кезгаху. Машины стали безопаснее, дороги лучше, а люди продолжают гибнуть и получать травмы. Этими акциями мы вносим свою лепту в дело профилактики дорожно-транспортных происшествий. Мы стараемся повлиять на сознательность наших водителей, чтобы они знали, что от их действий на дорогах зависит жизнь других участников дорожного движения. Мы также привлекли к мероприятию наших обучающихся курсантов нашей школы, автошколы Евлой, чтобы они наглядно видели и дорожную ситуацию, и в дальнейшем они сами у нас представители, то есть будущие водители, чтобы они видели и соблюдали скоростной режим, ну и все правила, соответствующие правила дорожного движения. Всему виной извечная авось. Авось успею проскочить. Сотрудники ГИБДД напоминают, подобные акции будут проводиться ежедневно. Руслан Албогачиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Праздник от главы региона. Заветные подарки получили братья Кантышевы, завоевавшие золото на детском чемпионате мира по FCF ММА, и маленький Хусен Аушев, который с рождения болен ДЦП. Детей поадресно посетили сотрудники общественной приемной главы. Соответствующее указание было дано Юнусбеком Евкуровым после федерального приема граждан, на который удалось попасть этим деткам. Сюжет Фериды Миржоевой. А самая тяжелая какая тебе досталась? Чемпионата мира, да? Это была самая тяжелая, но и правильная, и самая весомая награда. Многочисленные дипломы, кубки и медали награды братьев Кантышевых занимают почти всю комнату. А сегодня ребята с гордостью рассказывают о своих достижениях сотрудникам общественной приемной главы Ингушетии. Спортом 13-летний Рахим и его младший брат Расул занимаются с 4 лет. В секцию детей в столь раннем возрасте отдал отец, пообещав, что когда они станут чемпионами мира, дети смогут посидеть за одним столом с самим главой республики. Вольной борьбой они занимались. После этого у них был интерес перейти в М1. Я после этого решил их отдать, как-никак, в любом случае, если у них есть такая мечта, чтобы их мечту тоже осуществить. В любом случае, они выбирают свою дорогу. После этого, полтора года где-то так, они у меня перешли в М1. Мечта юных спортсменов сбылась. Братья Кантышевы, завоевавшие золото на детском чемпионате мира по FCF ММА, который проходил в Кисловодске в мае этого года, смогли попасть на прием к Юнусбеку Евкурову и сегодня получают заслуженные подарки от главы республики. В первую очередь, что вы просили? Боксерские груши, да, по-моему? Боксерские груши у вас будут в спортзале. Поручение это, естественно, выполнено. Вот ваши планшеты. Пользуйтесь. Надеюсь, эти планшеты не будут вас отвлекать от ваших тренировок и от будущих побед и достижений. Маленькому Хусену Аушеву недавно исполнилось 6 лет. Мальчик с рождения не ходит. Страшный диагноз – детский церебральный паралич – прозвучал для родителей как приговор. На лечение сына они потратили немало сил и средств. Но, увы, особых результатов это так и не принесло. Только совсем недавно начала прослеживаться некая положительная динамика. В Кургане, в Питере
операции, американские клиники, постоянно лечение есть. Магазин, реабилитационный центр, и тягачи, лучше посоветовать, те соли провести. Куш развивать постоянно, что полезно шанс. Однако ортопедический велосипед родители так и не смогли приобрести. С просьбой помочь в этом вопросе Умар на федеральном приеме граждан обратился к главе региона. И сегодня маленький Хусен получает подарки лично от Юнусбека Евкурова. Велосипед заказан. И дабы немного скоротать время ожидания Магомеда, приемная главы Республики Ингушетия и правительство Республики Ингушетия преподносит подарок – машину с дистанционным управлением и конструктор. Надеюсь, что это время пройдет для Умара незаметным, и велосипед скоро будет здесь. Дети с ограниченными возможностями более чувствительны и восприимчивы. Именно поэтому им требуется особая забота и помощь. Уже через год Хусен пойдет в 1 класс и, возможно, к школе после занятий на велосипеде сможет сделать первые самостоятельные шаги. Ферида Миржоева, Майрбек Миржоев, Рамзан Миржоев. Новости 24. В Ингушетии стартовала кампания по комплектованию детских садов. Сейчас идет набор детей по электронной очереди. Приказом регионального Минобра уже создана рабочая комиссия в составе сотрудников ведомства, уполномоченного по правам ребенка, совбеза и муниципалитетов. Помимо прочего, набор в детские сады будет проходить согласно сформированной электронной очереди и продлиться до 20 августа текущего года. Ну а сейчас время спецпроекта информационной службы под наблюдением. Вы нам присылаете видео, комментируете проблему, ну а корреспонденты делают все возможное, чтобы вы о ней забыли. Помогают с решением, указывая на очаги возмущения. Репортаж Марины Муталиевой. Это город Сунжа. Граница между городом Сунжа и станицей Троицкой. Здесь мы видим несанкционированную свалку и место, куда сливают жидкие отходы. Сюда приезжают ассенизаторские машины, цистерны и сливают сюда жидкие отходы. Вон то розовое озеро образовано именно этими жидкими отходами. Вот вся эта гадость течет прямо вот в яму. Не очищается никаким образом. Загрязняет природу. Потом попадает в грунтовые воды. Да. Запах, конечно, мне не передать. Автор этого материала просто поражен увиденным. Выехав по указанному адресу, съемочная группа наткнулась на нелицеприятную картину. Мусор на окраину города Сунжа грузовые машины свозят уже не 1-й год. Но это лишь полбеды. Розовое озеро, о котором говорится в видео, оказалось вовсе не озером. Это нечистоты. Это просто нечистоты. Это грязная вода. Ben kurda şkurk aketse hamaj miyadi. Bog bejo acısmıyor zakayt sarış. Da bir hayıyla машин ayetita. Şey bizim boş var hak Allah biş. Вот, пожалуйста, дай ох машин сек. Спустя 10 минут экологи и представители местной администрации замечают на горизонте приближающуюся ассенизаторную машину. Дальнейшие действия водителя приводят собравшихся в ступор. Выйди, я тебе сказал, сюда выйди. Еще чуть-чуть и уровень содержимого в этом озере поднялся бы, но здесь важнее другое. Водитель машины искренне недоумевает, почему не может, как и прежде, слить сюда очередную порцию канализационных отходов. Частники-то. Он раз и задел, он раз и задел. И тогда. Обязал контору. С возмущенными криками виновник ретировался. Разузнать, откуда эта машина, комиссии так и не удалось. Но дальше больше. В правдивости увиденного засомневался начальник местного управления ЖКХ и высказал мнение, что инцидент с ассенизаторной машиной был подстроен. Переубедить его в этом так и не удалось. Местный глава города Тимур Цичоев намерен начать тесное взаимодействие с экологами, чтобы раз и навсегда разобраться с этой, по сути, локальной экологической катастрофой. Следующий материал также из города Сунжа. Это местный сунжинский автовокзал. Находится на территории, где проживают люди. Улица Тыкар, основной, по Суворову, улица Суворова. Там таксисты стоят, здесь автобусы стоят. Это вся территория бывает заполнена автотранспортом. Водители, в принципе, не соблюдают ПДТ, правила дорожного движения, делают маневры. Мы переживаем из-за детей, за
стариков наших. Местные жители утверждают, эта стоянка для общественного транспорта установлена здесь незаконно. С недавних пор все автобусы и «Газели» останавливаются именно здесь, недалеко от центрального рынка, что создает жителям частных домов большие неудобства. У нас проезжая часть. Машины заворачивают, разворачивают. Ну, родственник к нам приезжает. Кто-то приехать, заехать не могут, во-первых. Во-вторых, вот у нас очень много детей. На этой улице очень много маленьких детей, которые не знают, что нельзя подходить туда. Автобусы разворачиваются часто. Вот вы сейчас снимите, вот вы видите, разворачивается автобус. В этой части могут у нас играть дети. Так, когда дети на улице выходят, нам приходится на улице с детьми сидеть, контролировать этих детей, чтобы ребенок близко туда не подходил. У нас есть дети, которые катаются на велосипедах, отъезжают туда, разворачиваются. Были такие моменты, когда неоднозначно было такое, что чуть не сбили ребенка. Вот боимся, что они детей автобусом собьют. Дети же вечно играются, здесь над дорогой мы же живем, а тут вот целая вот компания этих автобусов. Мы когда катаемся, они на нас хотят поехать, а мы не можем кататься. Как выяснилось, водители общественного транспорта также недовольны сложившейся ситуацией. На автостоянку, которую построили в районе аэропорта, ездить им невыгодно, так как пассажиров там совсем не бывает. Тут в основном автобус, потому что им негде больше ставить автобус. Для них никаких условий нет. Тут 5 автобусов вокзал работает, Нестеровский вокзал, маршрут Нестеровский, Чумульга, Ашты, Алкун и все вот тут накопились. Им самим. Раньше для них стоянка была? Раньше была вот тут, вот эта старая автостанция, вот тут была стоянка, а потом построили новую, перенесли туда. Но там тоже людям, пассажирам невыгодно туда ездить, потому что несколько пересадки. Сюда приезжаешь, тут платишь, а потом туда ехать. Там никаких условий буквально, поэтому люди абсолютно не хотят туда ездить. В местном АТХ уверяют, это лишь небольшой пункт, где частники набирают пассажиров, не задерживаясь на месте более 5 минут. Жители обращаются к главе местной администрации с просьбой поменять локацию автостоянки. Как вариант, предлагают перенести ее на территорию АТХ, которая располагается также неподалеку от центрального рынка. Мы бы хотели вот от нашей улицы обратиться действительно себе, чтобы эти автобусы как-то, или я не знаю, решили эту проблему с этими автобусами, с этими таксистами. Так, вот только начинается такая погода, когда жарко, эти автобусы все стоят у нас вот вы видите деревья, да, у нас возле двора, мусор кидают, банки, бутылки кидают. Нам тоже невыгодно. Да, подъезжают, разворачиваются, прямо вот здесь разворачиваются. Есть люди больные, которые на прогулку выходят, ходить вот так просто вот прохаживаться по улице. Вот у нас такая проблема. На номер рубрики «Под наблюдением» постоянно поступают все новые и новые видеообращения. А между тем есть материалы, которые пора обновить и проверить результаты прошлых рейдов съемочной группы. Одно из таких обращений от Хусена Плиева, жителя сельского поселения Плиева. Администрация сельского поселения Плиева обещала положить здесь хотя бы грейдер. К нам поступило видеообращение от местных жителей. Скажите, Хусейн, с тех пор что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось. осень حتى بودرة بيرش كل هذا يدخل ماشين سأرد واللي تقطيبه ولا أنت هتشوف التاكسي حديقش تاكسي حياة برميرنا برموج دوت شخو أوج وسكوري يخيش بوجيني هو تسكور بمش حشوا أجمشيوس خطة يواجي دا يواجات التاكسي حياة تاكسي حاجة تقول إيمن أولز حنزين دوغاش أدلوي осенью до девохоня стал абу бац. Вопрос остается открытым. Марина Муталиева, Султан Булгучев, Новости 24. Шахматные баталии набирают обороты. В Назрани прошла вторая партия игры международного шахматного фестиваля «Башня Согласия». Чемпион Европы Эрнест Инаркиев играл белыми и выстраивал сложные комбинации для соперника. Пока понять, кто же из двух гроссмейстеров возьмет трофей фестиваля, говорить сложно. Победитель будет определен уже 13 августа. Но пока Борису Гельфанду удается достаточно неплохо, как мне кажется, все вот эти вот попытки получить сложную позицию он разбивает. Сейчас позиция носит открытый характер. Вот. Но я думаю, что примерно равные шансы у обоих. Сегодня, наверное, партия закончится в ничью. Мне так кажется, потому что, по крайней мере, позиция располагает к тому, что, наверное, они, скорее всего, сейчас исчерпают ресурсы разменами и перейдут в тихую гавань, как говорят. Уже несколько дней подряд мы наблюдаем за поединками боксеров чемпионата СКФО среди мужчин от 19 до 40 лет. В 10 весовых категориях проводилось 10 боев, и 20 спортсменов оспаривали титул лучшего. Зрелищные схватки и церемония награждения в репортаже Тамерлана Хамхоева.
В заключительный день чемпионата СКФО по боксу памяти генерала Асканова атмосфера в зале по-настоящему спортивная. Как правило, именно на таких соревнованиях зрители всегда ждут чего-то интересного и экстраординарного. Именно сейчас проходящий бой между представителем Дагестана и Чеченской Республики обещает быть очень зрелищным и интересным. Абдул Салахудинов и Ислам Абу-Муслимов. За пределами зала дружелюбные соседи, а в ринге непримиримые соперники. Но бой в грубость не выливается, все в пределах правил. Ожидания зрителей красивой и честной борьбы от спортсменов оправдываются каждой минутой. Оба боксера демонстрируют выдающийся уровень подготовки, но победа достается сильнейшему. Сегодня это Ислам Абу-Муслимов. Дойти до финала тяжелейшими усилиями и расслабиться на последней ступени для этих ребят роскошь непозволительная. Каждый приехал за первым местом. Эмран Хамхоев против Мехди Абдурашидова. Бой выдался интересным. Кто сильнее, этот вопрос растянулся на все 3 раунда. Итог подводит судейская коллегия. По сумме набранных очков победа в этом поединке присуждается Мехди Абдурашидову. Богдан. В числе гостей сегодня и президент Федерации бокса Чеченской Республики Валид Идилов. Он с профессиональным интересом наблюдает за спортсменами. Следующий этап чемпионат России совсем скоро будут принимать в Грозном. Да, вот вижу очень хорошее противостояние. Очень хорошо ребята выступают и дерутся. Хотелось бы сказать спасибо организаторам турнира. В конце сентября, начале октября начинается чемпионат России. Этот турнир пойдет на высшем уровне. Приглашаем всех. Награждения не затягивают, чествуют спортсменов в 2 весовых категориях. Не отошедшие еще от поединков боксеры приятную тяжесть медали ощутят чуть позже, а пока заслуженные овации. Одним из самых зрелищных сегодня по праву можно назвать противостояние Гусейна Алиева и Абдулхакима Батырова. Бой еще до начала обещал стать интересным, и, как ожидалось, зрелище болельщикам боксеры обеспечили. Несмотря на то, что при такой энергозатратной тактике к концу каждого из раундов соперники сильно уставали, оба выложились по полной. Победа в итоге за Абдулхакимом Батыровым, но Гусейн Алиев намерен обязательно дождаться реванша. Самое сложное будет настроиться на бой. Подойти правильно к бою, принять какие-то меры. Чувствую очень хорошо. Продышался, что устали. Соперник тоже был хороший. С моей республики. Высокий уровень организации чемпионата, по мнению гостей, лучшее доказательство, что бокс в республике на хорошем счету. Учитывая, что здесь участник Олимпийских игр боксирует, Адлан Абдурашидов, да, это говорит о высшем уровне. Большое спасибо главе Республики Ингушетия Юнусбеку Бамангелевичу, который уделяет внимание боксу. Видно на высшем уровне президент Федерации бокса Республики Ингушетия Ахмед Шаухалов. Все на высшем уровне. Спортивный путь у этих ребят только начинается, а итоги чемпионата покажут, насколько проигравшие сумеют найти в себе мотивацию стать сильнее, а победители не раз докажут, что они лучшие. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Не успели отгреметь овации на битве в горах, как ингушские бойцы смешанного стиля проводят очередные сборы, все в том же Джейрахском районе. На этот раз начинающие файтеры готовятся к турниру «Дорога в М1. Битва в Назране». Успешное выступление на соревнованиях обеспечит им путевку в большой спорт. Юсуп Гелесханов с подробностями. Свежий горный воздух и шум бурной асы только вдохновляют на тренировку. Мурат Талдиев вместе с другими ингушскими бойцами готовится к предстоящему турниру «Битва в Назране. Дорога в М1». Уже несколько дней опытные и начинающие файтеры проходят очередные сборы в горной части республики. К каждому бою, когда готовимся, у нас дополнительные тренировки, надо выкладываться на все 100%. Спарринги, кроссфиты, дальние кроссы, бег, все. Президент Федерации ММА Мамед Машхоев. Вот, это он нас всех собрал, сделал сборы, поставил программу, привез тренеров. Вот, все он сделал. Благодаря ему эти сборы проводятся. Но готов я на 95%, потому что еще сборы не закончились. И покажу красивый зрелищный бой. К боям готовится и один из самых взрывных бойцов смешанного стиля Ибрагим Сагов, для которого тренировки под открытым небом – это не только работа над выносливостью, но и прекрасный повод совместить приятное с полезным.
Если ингушские бойцы предпочитают тренировки на свежем воздухе, то спортсменам из Дагестана, которые также проводят сборы в нашей республике, привычнее спортзал. Ислам Магомедов в Ингушетии впервые. Прежде всего, спортсмена приятно удивило ингушское гостеприимство. Ребята тоже очень хорошие, дисциплинированные. Общий язык находим, подружились с первых дней уже. Сбор отлично проходит, честно сказать. Спарринги хорошие, в основном то, что нужно. Спарринги для боев. А так тренировки тоже отличные, честно сказать, нравится все мне. Тренировки с опытными бойцами – хороший урок. Тренер Аслан Мамедов старается делать акцент именно на этом. После предложения возглавить сборы бойцов горной Ингушетии согласился, не раздумывая. Мы здесь уже 4-й день. Тренировки проходят нормально. В таком хорошем режиме пацаны выкладываются на все 100. Никто не сочкует, не все стараются получить пользу. Мы тоже чем можем помогаем и показываем то, чего научили нас наши старшие. Здесь же и спортсмены из Украины. Совместные тренировки дают много плюсов. Кроме знакомств со своими товарищами по рингу, файтеры еще и обмениваются опытом, что очень важно, особенно для начинающих карьеру бойцов. Только в Украине боксировал. В Украине борьба не очень сильно развита. Вот в Дагестане, в Ингушетии хорошо развита борьба. Поэтому я переехал сюда, здесь живу, тренируюсь в Дагестане. Вот пригласили на сбор в Ингушетии, мы приехали. Тут очень нравится. Закрытая база, никто не отвлекает, природа, чистый воздух. Редко такие условия можно встретить, у нас нет таких. Чуть раньше все ингушские любители М1 объединились в одну бойцовскую команду, тренируются на общий республиканский результат. Битва в Назрани – это своего рода отбор перспективных бойцов, ведь победа на турнире открывает спортсмена прямую дорогу в ММА. Это именно тот случай, когда одного участия недостаточно, главное – победа. Только на такой исход и настроены ингушские бойцы. Контролирует полностью, отбой хугелыш, подъем хугелыш, 6:45. Строила халдеста 7 часов, 4,5 километра, беги ирм. Так, ханстаган 11 часов, схватка шея, так 5 часов тоже борьба едха греплинги. Да, последний квартал бой баанс, более уже дика хамхолс, более опытный усу, ханс штхехтсун. И аттахудоса хэтс. Баанс, ела бой, если бит назран лотыш, шеяла да лендали. После 4-го боя я выиграю. После этого контракт дали. Этот вид спорта все больше набирает популярность среди молодежи республики. На всех битвах ингушские бойцы показывают блестящие результаты. Высокий профессионализм и стремление к победе продемонстрировал в рейдже в отгремевшей недавно битве в горах наш земляк Мусар Евлоев. Теперь уже обладатель чемпионского пояса М1 в легчайшем весе. Новый чемпион в легчайшем весе М1 Global. Непобежденный Мавсар Евлоев. На турнир, который состоится в конце августа, помимо ингушских, съедутся бойцы из Дагестана, Чеченской Республики, Украины, Азербайджана, Кабардино-Балкарии. Точное число ингушских файтеров пока неизвестно. Отбор еще предстоит, поэтому сейчас на первом месте у бойцов тренировка и еще раз тренировка. Юсуп Гелесханов, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, обрамляют которые мастера-ювелиры, работы, требующие выносливости, фантазии и творческого подхода. Герой следующего сюжета Магомед Мурзабеков посвятил этой профессии целых 20 лет. Как создается красота, расскажет Зарима Ивлоева. Это надпись на немецком. Я ее привез из Германии. Перевод этих слов: каждый себе Глюктесшмидт, хороший мастер. Мастерская не хоромы, конечно, всего-то комнатка 1 метр на 2. Но именно здесь рождаются маленькие шедевры мастера. Главный ресурс ювелира – это талант и руки, поэтому место значения не имеет. За 15 лет, проведенных в Германии, Магомед Мурзабеков проникся немецким колоритом. Микс ингушского и немецкого теперь выливается в его работы. Много кто говорит, что это типа как поднемецкое орел. На немецкий похоже, но я совместил наше немецкое с ингушским. Вот, потому что ничего здесь плохого не вижу. Очень обаятельный такой хороший орел. Эти брутальные значки для мужчин, но большую часть работы, как и любой ювелир, Магомед посвящает прекрасной половине. Мастер создает украшения любой сложности. Кольца, кулоны, именные броши и все, на что хватит фантазии клиенток. В последнее время спрос больше на национальную тематику, потому мастер делает акцент именно на ней. Прежде чем что-то создать, оно чертится, обдумывается, обрабатывается, поэтому все варианты, все орнаменты у меня есть большие книги всех наших народов Кавказа, все орнаменты я
продумываю, что как делать. Много заказов приходит от ингушей, которые живут за пределами республики. Для них эти украшения несут особую теплоту. Мастер не понаслышке знает, что такое тоска по родине, поэтому каждую деталь старается создавать с душой. А несколько месяцев назад Магомед увлекся созданием ингушских башен. Скульптура из чистого серебра. Таких башен всего 4. 3 из них выкупил Национальный музей. На каждое такое творение у художника уходит около 3 недель. В скором времени ювелир планирует заняться изготовлением женских национальных нагрудников. Нашим музеям нужно, например, что-то, вот они хотят что-то приобрести, что-то, но все, что они не приобретают, все одним и тем же почерком. Мне хотелось бы, конечно, изменить все это, изменить в лучшую сторону, в какую, что-то свое, ингушский вариант, но новодел с таким оборотом, чтобы было вообще приятно смотреть. Ювелир – это все-таки больше призвание, нежели профессия. Ведь даже при приеме в учебные заведения от абитуриентов требуют не результаты ЕГЭ, а проводят творческий экзамен. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Завтра в Пятигорске стартует молодежный форум «Ашук-2017». Он разделен на 2 смены, первая из которых продлится до 12 августа, а завершится форум 19. В нем принимают участие 2000 молодых активистов, в том числе 150 из Ингушетии. Подготовили свои проекты и претендуют на получение грантов 120 ингушских ребят. В этом году главный акцент в программе Машука сделан на профилактике экстремизма и вопросы экологии. Для каждой смены своя тематика. Первая будет направлена на развитие территории и экологии региона, а вторая – экология общества. Форум станет местом встречи северокавказской молодежи с ведущими российскими политиками, общественными деятелями, бизнесменами, спортсменами и звездами шоу-бизнеса. Новые вершины и новые победы. Участница проекта «Голос дети» Рагда Ханиева стала финалисткой шоу Первого канала «Победитель». Несмотря на то, что Рагде всего 15 лет, она готова соревноваться с более взрослыми соперниками. Отличные вокальные данные вкупе с сильным характером позволили юной вокалистке не только бороться с опытными певцами, но и обойти их. Победитель конкурса получит 3 миллиона рублей. Свой выигрыш в случае победы Рагда намерена потратить на подарок республике. Итак, сегодня на Первом канале пройдет финал шоу, где нашей землячке предстоит обойти 7 соперников. Болеем за Рагду. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.